Чеченская свадьба – это четкие и строго обозначенные по шариату и аддату действия родственников жениха и невесты. И другого здесь быть не должно. Тем более чужой европейской современности. Я бы сказал так. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И помощник министра культуры Чеченской Республики, директор ивент-агентства ИРСД Элина Муртазова, народный артист Чеченской Республики. Маршал, действительно, сразу переходя к нашему разговору, хочется вам сказать, перед началом нашего разговора хочу вам сказать, что мы рады видеть вас снова в этой студии, приятно с вами всегда разговаривать, приятно с вами всегда работать, это от души, без пафоса. И переходя к нашему разговору, вот накануне чеченский лидер Рамзан Ахматович Кадыров провел совещание, вы это знаете лучше меня, с представителями органов власти, духовенства и правоохранительных органов Чеченской Республики, где заявил о недопустимости дорогостоящих свадебных нововведений, противоречащих национальным обычаям и религии. За последние годы обстановка вокруг этих мероприятий значительно изменилась. В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям, сказал глава региона. И отметил, что люди становятся заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб. И тут я хочу сказать, что Рамзан Ахматович прав, 1000 раз прав. Это мое мнение. Мне кажется, этому мнению подвержены все жители Чеченской Республики. Эта проблема оказалась намного глобальнее, чем мы могли себе представить. И благодаря главе Чеченской Республики, за что ему огромное спасибо, сейчас эти проблемы решаются. Это действительно насущная проблема в каждом доме, можно сказать, Чеченской Республики. После данного совещания Айшат Рамзановна дала нам поручение работать, именно агентству ИРСД, работать на свадьбах и устранять введенные нововведения путем, конечно, коммуникации с клиентами. Вот. И после этого совещания нам поступило огромное количество положительных комментариев. От жителей? Да, бывают разные мнения, бывает кто-то... Это понятно. Да, бывают разные мнения, но в данном случае, если честно сказать, из 100% 99,9% были только «за». Поступало огромное количество комментариев по поводу растрат на данное мероприятие. То есть наши жители говорили, что даже, можно сказать, были такие подобные комментарии, что люди продавали дома, брали кредиты, влезали в долги. Это знакомо, это я слышал, да, это я знаю. И вот, как бы, получается, живем одним днем, то есть вот этот день проходит, а дальше жить нужно. И вгоняем себя в кабалу какую-то. И это настолько большая проблема, потому что нужно тратить огромное количество, большие суммы денег. У нас, как вы знаете, появилось очень много ненужных услуг в сфере, именно вот свадебной сфере. Сейчас даже есть услуги по сбору чемоданов, по помощи невесте. Но это все ничего, каждый сам принимает решение, каким образом, да, понятно, проводить понятно. свою свадьбу. Свадьба – это красивое Но и есть, важное категория явление. людей, которые могут себе позволить это сделать, как бы сказать, весь комплект себе организовать и даже, может, как-то немножко больше. А есть категория людей, которые, к сожалению, не может себе позволить именно эти растраты, но не хотят отставать. Не хотят не отставать? Не хотят отставать, нет. Вот это Поэтому, и плохо. Да, это очень плохо. Вот эти нововведения. Смотрите, на ваш взгляд, что считается нововведением на свадьбах? Что раньше никогда не было? И какие исконно чеченские свадебные традиции сохранились в наше время? Как бы это ни звучало. Но и все-таки это вопрос. И к вам, прошу. Ну, начнем с позитивного. Начнем с позитивного, да, согласен. Большинство, можно сказать, жителей, когда проводят свои свадьбы, какие торжества, они стараются придерживаться традиций. Более того, у нас сейчас возрождаются такие традиции, как кирхдар, это
наша старая традиция еще передавалась от наших отцов. Вот. Это кирх, как мы все знаем, это покрывало, за которым прячется невеста. Вот. Эта традиция у нас возродилась. Очень много клиентов ИРСЕД, именно нашего агентства, которые просят провести все именно в наших обычаях, традициях. А вот. правда, Элина, Но я не видел этого обычая, вы мне напомнили. Я его не видел, действительно, мне многие эти годы. Все это возрождается. это возрождается. И, между прочим, это все благодаря желанию именно населения. Честно, вот это само население хотят возродить наши красивые традиции. Что касается нововведений, это чрезмерная трата денег в виде подарков, в виде какого-то огромного количества чемоданов и так далее и тому подобное. То же самое, как обсуждалось на совещании главы республики, это во время церемонии, как можно сказать, да? Во время торжества, во время Проведение свадьбы, ну это понятно. Нус дарит кольцо своей Марна. И не просто дарит, она занимается, ну, не только кольцо. Мы знаем, что с кольца немножко переросло в что-то большее. Или какой-то обряд каким-то стало не нужно. Ну, да, на этих в свадьбах. общем-то, невеста копошится, достает это кольцо при всех гостях. Все это на людях, это все, на людях все происходит. На самом деле, действия невесты ограничиваются тем, что когда ее встречает Марнан, она дает ей ложечку меда. И второе действие – это бейр кардалар, когда невесте вручают ребенка. Вот. Остальные все действия – это излишество, нововведение, потому что именно нускал, невеста, чеченская невеста, должна очень-очень скромно себя вести на свадьбе. Чеченский народ всегда отличался, Элина, это вы знаете лучше меня, вы работаете в этом направлении, красотой своих традиций и обычаев. Но почему у нас появилась такая мода, любовь к этим ко всем нововведениям? Зачем? У нас что, своих не хватает? Знаете, к сожалению, у нас сейчас такое, можно сказать, соперничество, наверное, кто сделает что-то получше, и из-за этого мы забываем про наши традиции. Даже не будем идти далеко, ладно, невесты, у нас бывают такие проблемы, что жених там во время свадьбы, прямо во время свадьбы среди гостей устраиваются какие-то фотосессии. Хотя, по идее, по нашим обычаям, традициям, жених на свадьбе не должен присутствовать. Более того, если его увидят на этой свадьбе, это считалось раньше в старые времена, это считалось очень стыдно. Близко не подходили. Это было очень стыдно, а сейчас это, к сожалению, как бы этот вопрос игнорируется почему-то, я не знаю. И даже если как бы жених прячется, то в итоге во время мероприятия где-то можно увидеть, что там фотосессии с женихом, с невестой проводятся. Это само собой все. Вы меня простите, я тоже этих вещей не понимаю. Почему так происходит, я тоже не понимаю. Почему разрезание торта, акробатические трюки, это стало некой необходимой нормой на наших свадьбах? Разве это наши обычаи? Разве это наши традиции? Если так пойдет, вы меня извините, я не удивлюсь, если жених сам появится на своей свадьбе, и вот эти кольца уже будут обмениваться не с матерью жениха, а уже между собой. Вы меня извините. Ну, мне кажется, эти новшества скорее, наверное, с Запада, которые навязываются сейчас молодежи через социальные сети, через телевидение. И не вся информация, которая в социальных сетях бывает достоверной, и, к сожалению, наша молодежь очень ведется, сейчас все воспринимается больше визуально, нежели... Нам легче посмотреть где-то в Гугле или в социальных сетях, нежели спросить наших стариков, наших взрослых людей, кто действительно знает обычаи и традиции, кто подскажет и сделает это с удовольствием. Мне кажется, если сегодня не пресекать подобные действия, если сегодня наш глава не провел бы данное совещание, не сделал бы акцент на этом вопросе, мне кажется, не дальше поднял было бы этот вопрос. Да, дальше было бы намного хуже. То есть уже к этому шло.
Не хочу обсуждать какие-то отдельные моменты, но есть недопустимые вещи, которые публикуются в социальных сетях, и многие считают это нормой. То есть, если ты сделал в социальной сети и выложил это, набрал просмотры, огромное количество, и другие люди, чтобы набрать это же количество просмотров, просто делают то же самое. А нормально это, можно это, войнохч, адач, дош, дуидаци, это уже не спрашивается. То есть это все делается на, грубо, конечно, будет звучать, но на показуху. Но это Те же правильно, как бы грубо чемоданы, это те ни же звучало, это так. бриллианты. Это все делается Это на какая-то показуху. ярмарка тщеславия получается в последнее время наши свадьбы. Об этом уже говорили не раз. Но я опять же не пойму, что мы упустили, почему чеченские свадьбы начали приобретать европейский оттенок. Нам чего-то, что-то не хватает. Что мы упустили? Мне кажется, что огромное влияние оказывают социальные сети. Социальные сети. Огромное влияние оказывают те же европейские какие-то фильмы. Даже не буду именно говорить европейские, много всего в социальных сетях, по телевидению показывают. И вот эта презентация торта, как мы знаем, потом уже это потихоньку доросло до того, что его разрезают на самом мероприятии, потом друг друга все кормят с этим, ходят с этим кусочком торта. Ну, это уже не наше. Это все показывается в социальных сетях, это все показывается в кинофильмах каких-то. И то же самое, и эти услуги тоже внедряются. У нас многие услуги, которые абсолютно не соответствуют нашим обычаям и традициям, ну, каждый хочет заработать, но мало кто думает, а можно ли это делать, а правильно ли он, а если сейчас мы это сделаем, завтра мы не потеряем себя, не потеряем свои традиции. И каждый человек, который организовывает свое торжество, хочет, если у моего соседа была вот такая свадьба, или там моя соседка взяла столько чемоданов, допустим, я говорю, мне нужно сделать это еще лучше. И неважно, какое у меня материальное чем состояние. Я хуже, да, чем мы хуже. Что люди скажут? Я там продам, в кредит возьму, что-то сделаю. Но это, конечно, до абсурда доходит на самом деле. А самое странное, наверное, я считаю, больше, что сами жители абсолютно на все 100% поддерживают это решение избавиться от нововведений. То есть о чем это говорит? Ты не хочешь это делать сам, но приходится это делать из-за того, что... Но получается, оказывается, ты не хотел тратиться. Вот. Но получается, что необходимо. Да, необходимо. Легче сказать, вот нам сказали, мы должны придерживаться, чем сказать, подождите, это не предусмотрено. А где вы видели в чеченских обычаях и традициях, чтобы были такие вещи? Нет, на моей свадьбе это не будет. А как же мы это сделаем? Если мы этого не сделаем, получится, люди нам скажут, они кольцо не подарили, или там они это не сделали. Ну, очень странно, конечно, это все-таки получается, что мнение людей, осуждение людей, это ставится выше, чем традиции, обычаи предков. Хотя, по идее, они сами, обычаи и традиции, и это ценят намного больше, чем какие-то нововведения. Потому что, если мы сегодня начнем соблюдать наши обычаи и традиции, нам не придется просто на ветер деньги бросать, влезать в долги, продавать дома и так далее и тому подобное. Сидеть и думать, откуда деньги достать, чтобы это все делать. Да, в наших обычаях и традициях все настолько скромно и просто, а сейчас женить сына или особенно выдать дочь замуж, это очень большая проблема. Это очень большая проблема. Иногда, Элина, можно услышать, что некоторые наши традиции и обычаи неуместны в настоящем времени. Их надо забыть. Вот что бы вы сказали таким людям? Нет, смотрите, мы идем все равно в ногу со временем. Это понятно. Есть какие-то моменты, которые раньше мы не могли себе позволить, а сейчас мы можем. Но это в пределах разумного. То есть раньше, да, мы все свадьбы устраивали дома, допустим, а сейчас у нас есть рестораны. Раньше
невесту там, не знаю, там кони были, а сейчас все на машинах ездят. Мы элементарных вещей, то есть никто не запрещает элементарных вещей. Кстати, было ошибочное мнение, мне очень много писали в социальных сетях, что якобы это исходит от руководства, что якобы не разрешают выносить невесте чемодан более чем один. То есть только один чемодан можно вынести. Это неправда, хочу сразу сказать. Какое-то количество, ограничений по количеству чемоданов вообще не обсуждалось. То есть были такие ограничения в нововведениях, как это излишние подарки, кольца и тому подобное, марнане, то же самое, марижри, то же самое, когда невесту забирают, там огромное количество, короче, растрат. Вот. Во избежание этого все делается, потому что, конечно, я думаю так, что, наверное, и в социальной сети главе республики идут обращения, да, что вот это является проблемой. Поэтому, мне кажется, и было это совещание созвано, и эти проблемы решаются. Вот. Это проблема на самом деле. Смотри, как говорится, современности рознь. Тут тоже нужно думать, что не вся современность или понимание современности должно быть на наших свадьбах и в наших традициях, в наших обычаях. Да, чужой одежды не должно быть, чужих обычаев не должно быть. У нас есть все свое. Да, будь современным человеком, но соблюдай свои обычаи, свои традиции. Не уходи от них. Вот это самое главное. Вам не кажется, Элина, что необходим некий свод правил, если это будет правильно звучать сейчас из моих уст, который позволил бы людям как-то ориентироваться, как, что, зачем, почему? Конечно, необходим. Более того, у нас требует этот свод правил. Поскорее уже дайте нам свод правил, чтобы мы знали, что можно, что нельзя. Как я ранее уже отметила, нам нужен был толчок, чтобы прекратить вот эти лишние нововведения, чтобы остановить лишнюю трату денег. Нам это было необходимо. И свод этих правил мы и сами ждем. Точно так же и ждут. Мы не говорим в отношении традиций и обычаев, мы говорим всех вот этих новых каких-то нововведений, что делать, что не делать. Я тоже имела в виду именно нововведение. Свод правил обязательно будет. Мы ждем этот свод от духовного управления нашего. Вот. Как только будет какая-либо информация, работа есть в этом направлении. Обязательно, она и не останавливалась с самого того дня, как прошло совещание. Министр культуры Айшат Рамзановна обязательно озвучит все правила, которые вот нам будут предоставлены. Это хорошо, это очень хорошо. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень актуальный, интересный разговор. А вообще, кстати говоря, с вами всегда интересно работать. И мой последний вопрос. В одном из интервью вы, директор ивент-агентства Ирседе Элина Муртазова, сказали, что ваше агентство будет контролировать соблюдение правил на всех торжествах. Это касается и тех мероприятий, которые не проводятся агентством. И тут вопрос у меня. А как это будет происходить? У вас есть какие-то правила, как это будет делаться? Знаете, в основном, наверное, как я ранее сказала, коммуникация с нашими жителями. И до этого я озвучивала, что неважно, являетесь ли вы клиентом Ирседе или же у вас какое-то мероприятие, вы можете обратиться к нам с любым вопросом, и мы с удовольствием вам поможем. Население, люди сами обращаются к нам. То есть у нас нет такой вот необходимости, чтобы что-то там ходить, контролировать. Им легче спросить у нас. И мы уже, соответственно, конечно, помогаем, отвечаем на вопросы. И знаете, а с нашими клиентами сейчас на данный момент у нас есть менеджеры по работе с клиентами. Они тоже точно так же по телефону объясняют, рассказывают, что к чему и почему. И каждый, даже кто не является клиентом, может позвонить на наш номер, кстати, на номера менеджеров Ирседе. Вот. И мы все вам объясним, разъясним. И, конечно, у нас совместная работа будет идти с духовным управлением мусульман, ну и также, конечно, дополнительно и с другими структурами. Спасибо. Если бы у вас сейчас была бы возможность
обратиться к нашим жителям, жителям Чеченской Республики, согласно данного вопроса, вот что бы вы им сказали? Я бы сказала, во-первых, не ведитесь, пожалуйста, на фейки. Огромное количество сообщений, и что якобы кто-то, участковый в каком-то доме не дал вынести чемоданы, дали только один чемодан вынести, правда ли это и так далее и тому подобное. Никто не имеет права ограничивать вас в количестве чемоданов. На данный момент нет никакого свода правил, чтобы законно вас могли там ограничивать в чем-то. Старайтесь соблюдать наши обычаи и традиции, и тогда крепких семей у нас будет намного больше, и свадеб у нас будет тоже намного больше. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам в вашей работе. Спасибо вам огромное. Итак, дорогие друзья, вы сами все слышали. Добавить, убавить тут нечего. Все и так понятно. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И помощник министра культуры Чеченской Республики, директор ивет-агентства «Ирседе» Элина Муртазова, народный артист Чеченской Республики. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.